29 лет назад на карте мира появилось название Республики Казахстан. Новое имя украсило древнюю страну, раскинувшись на широких просторах евразийских степей. За эти годы страна превратилась в одно из ключевых государств Евразии, чье мнение имеет солидный вес в мировой политике. Уважаемые читатели, Ауликольская районная библиотека представляет вашему вниманию книжную выставку «Улы жетістіктер жолымен», посвященную Дню независимости Республики Казахстан. Выставка состоит из 3 разделов. Первый раздел «Тәуелсіздік халықтың басты жетістігі» представляет книги, провозглашающие политику мира и согласия. В книгах отражены все этапы развития нашей страны и значимые события, происходящие в Казахстане. В предисловии своей книги «Казахстанский путь» Нурсултан Абишевич Назарбаев сравнивает возведение дома с построением государства. Глава семьи строит дом для своих детей, внуков и правнуков. И дом этот нечто гораздо больше, чем просто окна, стены и комнаты. Дом – это кров, приют, это территория жизни семьи. Но еще труднее построить государство. Это очень точное сравнение. В одночасье может рухнуть дом, если плохо продумана его несущая архитектура. Но точно так же вмиг может разрушиться и государство, если в самом начале его строительства были приняты неправильные решения. И этот путь созидания, который за годы независимости уверенно прошел Казахстан под руководством Нурсултана Абишевича Назарбаева, доказывает, все было сделано правильно. Вашему вниманию представляем книгу «Мәңгілік ел», посвященная достижениям Казахстана за годы независимости. В каждой главе рассказывается об успешном развитии государства и общества, экономики, социальной сферы, внутренней и внешней политики. Представлены преобразования, пройденные за годы независимости. Эра независимости. Книга первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева отражает авторский взгляд на новейшую историю страны и ее будущее. Главное внимание обращено на характеристику этапов строительства суверенного государства с момента его основания, показ внутренней логики и механизмов принятия решений в ответ на внутренние и внешние вызовы за годы независимости. Второй раздел выставки «Елімнің еркіндігі тәуелсіздік» рассказывает о драматических событиях декабря 1986 года в Казахстане, раскрывает роль и значение восстания в становлении национального самосознания казахстанцев. Также представлена литература о деятельности движения «Алаш», добивавшегося демократической свободы казахского народа. Декабрьские события 1986 года, по словам Нурсултана Абишевича Назарбаева, положили начало обретению независимости и суверенитета. К участникам декабрьских событий применяли грязные методы, предъявляли ложные обвинения, подтасовку фактов, игнорирование свидетельских показаний, выбивание признаний путем применения физических и моральных пыток, угроз, обман и обещаний. Комиссия по расследованию декабрьских событий оценила их как продолжение многовековой борьбы казахского народа за независимость, как начало движения за демократию в Советском Союзе. 4 ноября 1988 года считается началом официальной реабилитации деятелей движения «Алаш». Мы знаем, что все деятели «Алаш» были арестованы и расстреляны как враги народа. Сборник Тлешева и Арипекова «Алаштың ардағы» рассказывает о истории жизни людей, внесших фундаментальный вклад в общественно-социальное и духовное развитие своего народа. В сборнике представлена познавательная информация о деятелях Алаша. Книга Абдешева Марата Искендерұлы «Алаш Орда министрлері». Она описывает жизненный путь и основную деятельность членов правительства Алаш-Орды. Третий раздел «Истоки независимости» рассказывает о деятельности первого президента Республики Казахстан. В книгах изложены идеи Нурсултана Абишевича Назарбаева в вопросах формирования межнационального согласия, развития рыночной экономики, демократизации общества, индустриально-инновационного развития, политической модернизации, безъядерного мира и политических инициатив, становления и развития независимого Казахстана. В книге «Стратегии развития Казахстана» представлены
послания за все годы, выступления, доклады первого президента Республики Казахстан об основных направлениях внутренней и внешней политики Республики Казахстан, о реализации долгосрочной стратегии независимости. По сути, в ней показаны важнейшие этапы становления страны. Книга Гафарова «Еліне елеулі елбасы» рассказывается о великом человеке и политике Нурсултане Абишевиче Назарбаеве, который за 20 лет создал сильное государство, прославил тем самым свой народ, завоевав уважение миллионов людей по всему миру. Книга «Нурсултан Абишевич Назарбаев. Основатель независимого государства» о примере восхождения неординарной личности от простого парня до выдающего государственного деятеля. Книга Нурсултана Абишевича Назарбаева «На пороге 21 века» посвящена анализу событий на постсоветском пространстве, на пороге нового века, а также попытке определить место и роль в меняющемся мире не только Казахстана, но и Содружества независимых государств. Нурсултан Абишевич Назарбаев возглавил страну в трудные первые годы суверенитета. Благодаря ему мы имеем большой авторитет на международной арене. Страна является членом 70 международных организаций. В 2017 году Казахстан впервые достойно провел Международную универсиаду студентов. Грандиозно распахнул свои двери международной выставки «Экспо-2017». Это свидетельство сплоченного и созидательного труда всего общества.